Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и науки. Ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Чеченский профсоюз образования принял коллег с Южного и Северокавказского федеральных округов. Координационные и студенческие советы среднепрофессионального образования подвели итоги полугодия. Лучший профсоюзный комитет и лучший профсоюзный лидер. Так называется конкурс, который стартовал в конце мая. Ну а в июне подвели итоги. Чеченский профсоюз образования принял коллег с Южного и Северокавказского федеральных округов. Гости ознакомились с работой местных профактивистов. Программа пребывания была очень насыщенной и увлекательной. Они узнали много интересного для себя. Смотрим сюжет. Гости детально изучили основные направления деятельности Республиканской организации профсоюза, документальные и организационные составляющие всей профсоюзной работы. Особое внимание было уделено организационно-финансовой и правовой работе в чеченской организации, а также деятельности Фонда социальной поддержки учителей. Но больше всего их порадовала презентационная выставка «Разнообразная литература», издание в виде буклетов и в виде презентабельных книг в богатых переплетах, журналов, методической литературы, издаваемой и используемой активистами профсоюза в своей работе. В профсоюзе образования всегда уделяют большое внимание методической литературе и архивам. После трагических событий в республике многим организациям пришлось собирать документацию и архивные материалы заново. И в профсоюзе решили уделять этому особое значение. Такими сборниками, энциклопедиями и фотоальбомами немногие организации могут похвастаться. Сразу после выставки Рессовет профсоюза решил провести презентацию, в ходе которой подробно рассказали о финансово-хозяйственной, внутрисоюзной, правозащитной, учебно-методической и информационной работе. Многие присутствующие делали заметки в блокнотах. Ведь чеченская организация в числе лучших, и гости могут смело перенимать опыт у хозяев. Затем свою работу начала Межрегиональная профсоюзная конференция, 9-й съезд Федерации независимых профсоюзов России и 7-й съезд Общероссийского профсоюза образования «Актуальные вопросы развития региональных организаций профсоюза. Практика, проблемы и решения». На ней были затронуты злободневные вопросы, стоящие перед региональными профсоюзными организациями. Проще говоря, профсоюзам необходимо работать на будущее. Галина Меркулова, председатель профсоюза образования России, обратилась посредством интернет-связи к участникам конференции и выразила уверенность в том, что именно такие встречи способствуют развитию профсоюзного движения. Я очень жду, что по итогам вашего сегодняшнего обсуждения мы получим обязательно те рекомендации для региональных организаций. Вы знаете, ведь конференция это проводится здесь, и почему мы как бы с особым интересом к этому относимся, и понимаем, почему вы проявляете интерес к этой организации. Потому что история становления этой организации очень непроста. И в эти дни вы сумеете познакомиться с очень интересным опытом, по-своему уникальным. А уникальность этой организации представляет собой это и системность организации, и вы знаете, уникальность заключается в том, что именно в этой организации произошла централизация всех финансовых средств на уровне республиканской организации, за что мы очень высоко оцениваем. Делегация также встретилась с начальником департамента образования города Грозный Магомедом Багаевым. Там обсудили проблемы образования и методы взаимодействия министерства и профсоюза. После встречи визитеры отправились в учебные заведения для изучения опыта работы первичных профсоюзных организаций. Помимо Грозного, делегаты посетили 8 районов республики. Энциклопедии бывают разные, но это издание заслуживает особого внимания. Они сражались за Родину. Здесь собрана вся информация о педагогах, участниках Великой Отечественной войны. Торжественная презентация второй части энциклопедии народных и заслуженных учителей Чеченской Республики, а также альманаха об учителях-участниках Великой Отечественной войны состоялась в одном из красивейших и уютных залов Грозного – в Русском драматическом театре имени Михаила Лермонтова. Добрый день, уважаемые участники презентации буклета о педагогах, участниках Великой Отечественной войны и второго полного издания энциклопедии народных и заслуженных учителей Чеченской Республики.
сожалению, в сборник ветеранов вошли только те, о ком сумели собрать информацию. В дальнейшем профсоюз обещает пополнить энциклопедию. По словам Хизира Герзелиева, сборник был создан в течение полугода в результате кропотливой работы профактивистов, специалистов Рессовета и внештатных корреспондентов профсоюза. Не скрою, что мы не ожидали именно таких результатов нашего поиска. Могут спросить, почему мы придаем столь высокое значение этой теме, изданной нами книги. К сожалению, стараниями многих лжеархеологов 40-х и последующих годов создавались белые пятна, позволяющие спекулировать на тему участия или неучастия чеченцев в Великой Отечественной войне. Мы помогаем нашим молодым учителям, их ученикам и всем, кто любит и хочет знать историю своего народа и своей страны, что наш народ никогда не оставался в стороне от всего того, чем жила вся его страна. Надо отметить, что в истории республики таких изданий никогда не было. По словам участников презентации энциклопедии, это те книги, благодаря которым наши потомки будут помнить о своих учителях. Долг памяти обязывает нас никогда не забывать о них. Такой работы профсоюза, которую мы увидели, пребывая в республике, поверьте, нет ни в одной профсоюзной организации российского пространства, уверенно заявили гости. Для себя открыл многое. Вот у нас у учителей есть хорошее наименование деятельности как мастер-класс. Вот я присутствовал на мастер-классе Хизира Магомедовича. Я настолько признателен ему и всему Рескому за то, что они научили, я не побоюсь этого слова, многому нас, председателей даже региональных организаций. Я город Грозный помню с 80-го года. Дело в том, что здесь я нашел свою судьбу, свою супругу. Здесь было очень много родственников. И вернувшись сюда, вот даже проезжая по улицам, вы знаете, я поймал себя на мысли, что все-таки Грозный изменился и во многом изменился. Но остатки вот того времени, ностальгия, она присутствует. Строение домов. Вы, находящиеся в этом зале, основа и опора профсоюза образования. Вы идете в правильном направлении, говорили выступающие за трибуной. Об этом еще раз говорит презентация столь нужной и важной книги – энциклопедии об учителях. И в этом профактивисты Чечни опередили все профсоюзы образования России. У наших коллег есть чему поучиться. Даже сегодняшнее мероприятие, где мы с вами присутствуем в театре имени Лермонтова, вы посмотрите, идет презентация 2 шикарнейших книг. Не у каждой территории есть такие книги. Я считаю, мы этому обязательно поучимся, возьмем все по крупицам, самое положительное, увезем в свои территории. Я обязательно расскажу своему губернатору, которым я тоже горжусь, равно как и вы гордитесь своим главой республики Рамзаном Кадыровым, который издал первый указ, и он называется «О взаимодействии с профсоюзными организациями», о создании условий для работы профсоюзных организаций. Мы многое из бесед черпаем из опыта работы наших коллег здесь, в Грозном и в целом в республике. И сегодняшнее вот мероприятие, в котором мы принимаем участие в театре, это вот как бы сгусток того, результат той огромной работы, интеллектуальной прежде всего. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление Государственного симфонического оркестра под управлением профессора, народного артиста России Валерия Хлебникова. Приезд руководства профсоюзов образования никак не мог пройти незамеченным местными средствами массовой информации. Тут же была организована пресс-конференция, и чеченские СМИ получили все ответы на множество вопросов, связанных с работой профорганизаций и эффективности их деятельности. Вопросы журналистов в основном касались работы профсоюзных организаций и итогов прошедшего форума. Российская профсоюзная организация имеет в своем стане тысячи работников во всех регионах нашей огромной страны. Могу вас заверить, что профсоюзная организация Чеченской Республики лучшая во всей стране. На мой взгляд, другим стоит брать с вас пример, сказал Хусейн Салтагириев, председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики. Я, когда говорю, что Республиканская организация профсоюзного образования одна из лучших территориальных организаций в системе ФНПР, вроде бы со мной соглашается, когда я говорю, это лучшие организации. Не все соглашаются, но никто мне обратно не доказал.
Представители организации отметили, что их деятельность не налажена так, как в Чеченской Республике, но успехи в их работе имеются. Это, в частности, перерасчет заработной платы, отслеживание правильности ее выплат, выделение социальных пособий, внимание к ветеранам, оказание конкретной помощи тем, кто в ней остро нуждается. 1 июня – прекраснейший, важнейший день в году. Ведь это праздник для тех, для кого праздники так дороги. Первый день лета – День защиты детей. Но и в этот праздничный день воспитанникам детского дома творчества Октябрьского района не удалось провести его дома. У нас обучаются творческие, энергичные и трудолюбивые дети. Они бы сами не захотели провести праздник, сидя дома, говорят педагоги. Вместо этого воспитанники участвовали в праздничной программе, посвященной Дню защиты детей. Концерт прошел под звуки аплодисментов и детский смех. На празднике присутствовали и педагоги, и родители, представители администрации района, творческая интеллигенция, ну и, конечно же, самые важные гости этого праздника – дети. Песни, танцы, творческие номера – это еще не все. На суд гостей была представлена выставка юных любителей искусства. Здесь показали поделки, которые дети готовили в течение года. Многие из них отмечены благодарственными письмами, грамотами и подарками. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В нашей школе всех учителей обязали пройти медицинский осмотр с огромным перечнем врачей и лабораторных анализов. Обязан ли учитель проходить медосмотр? В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации своим приказом номер 302-Н от 12 апреля 2011 года утвердило перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры работников. Указанные работы требуют прохождения медицинских осмотров с периодичностью 1 раз в год с участием следующих врачей-специалистов, такие как терапевт, психиатр, дерматолог, невролог, лор-врач, стоматолог, инфекционист. При прохождении медицинских осмотров проводятся лабораторные анализы, флюорография, кардиограмма и так далее. Статья 48 Федерального закона об образовании дополнительно к трудовому законодательству прямо предписывает, что все педработники обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Возможно ли проведение внеочередной досрочной аттестации педагогического работника в целях подтверждения соответствия им занимаемой должности в случае наличия жалоб на ненадлежащее исполнение педагогическим работникам своих обязанностей? Нет, невозможно, так как пункт 5 порядка проведения аттестации педагогических работников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года, номер 276, установлено, что аттестация проводится 1 раз в 5 лет. Требование о повторном, неочередном проведении аттестации незаконно и не обосновано в случае, если срок предыдущий не истек. А если педработник ненадлежаще исполняет свои обязанности, работодатель, руководствуясь статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, вправе применить дисциплинарные взыскания, то есть предупреждение, выговор и так далее. Существует ли возрастной ценз для учителей? До какого возраста учитель может работать в школе? Является ли пенсионный возраст педагога основанием для его увольнения по инициативе работодателя? В соответствии со статьей 3 Трудового кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в трудовых правах, свободах. При наступлении пенсионного возраста педагог вправе по собственному желанию расторгнуть трудовой договор на этом основании. Таким образом, возрастных ограничений для педагогических работников законодательством не установлено, и достижение педработником пенсионного возраста не является основанием для работодателя увольнения по его инициативе. Есть некоторые исключения, оговоренные статьей 332, где указано, что
ограничение возраста касается педагогических работников, работающих на руководящих должностях учебных заведений высших образовательных учреждений. Такой ценз установлен в 65 лет, а в некоторых исключительных случаях 70 лет. Педработники, считающие, что их права в сфере труда нарушены, вправе и должны обратиться в профсоюзную организацию за помощью. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. В профсоюзе работников образования большое внимание уделяют конкурсам. Оно и понятно, соревнования всегда мотивируют, совершенствуют мастерство. Лучший профсоюзный комитет и лучший профсоюзный лидер. Так называется конкурс, который стартовал в конце мая. Ну а в июне подвели итоги. Конкурсные испытания завершены, все волнения, переживания позади. Строгое жюри вот-вот объявит о своем решении, назовет имена победителей. Смотрим сюжет. В июне в Доме профсоюзов состоялось награждение 9 финалистов и 3 победителей республиканского конкурса «Лучший профсоюзный комитет» и «Профсоюзный лидер». Победители, естественно, помимо материальных денежных поощрений, получают чуть больше, в принципе. Они получают, во-первых, авторитет среди аналогичных профсоюзных комитетов, уважение, их опытом уже будут пользоваться другие, их будут узнавать, к ним будут обращаться с вопросами при возникновении различных проблем. Поэтому не всегда только материальность становится главной мотивацией для участия в профсоюзного конкурса. В первой номинации первое место занял профсоюзный комитет школы номер 3 селения Нажаюрт. Мы не думаем, что наш профсоюзный комитет лучше других. Остальные комитеты тоже ничуть не хуже, но нам просто сегодня повезло. Второе – правком Гекаловской школы. И 3 место занял профсоюзный комитет Серноводского аграрно-технического колледжа. Победителями в номинации «Лучший профсоюзный лидер» стали председатель первичной профсоюзной организации поселка Гекала Рукият Умарова. 2 место заняла Езира Эль-Мурзаева, председатель первичной профорганизации Грозненской 53-й школы. И 3 место заняла председатель первички Серноводского аграрно-технического колледжа Макка Асуева. Им вручили дипломы, цветы и денежные призы. Координационные и студенческие советы среднепрофессионального образования подвели итоги полугодия. Профактивисты собрались в Доме профсоюзов на семинар-совещание, чтобы ответить на вопросы, что сделано, что предстоит сделать. Студенческий совет со дня создания ведет энергичную деятельность, оно и понятно. Студенты всегда отличались активностью и инициативностью. Итоги деятельности студенческого совета подвел его председатель Адам Бисаитов. О проведенных акциях, флешмобах все рассказали, но сейчас уже более интересно, что же планируется. Для начала решили провести республиканскую спартакиаду среди студентов техникумов и колледжей, ежемесячные семинары-совещания для председателей студенческих правкомов, также мастер-классы для будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений и открытые уроки для студентов в педколледже. В общем, все проекты направлены на защиту прав и интересов учителей и студенческой молодежи. В ходе совещания были затронуты вопросы, особенно волнующие педагогического общества. Речь шла об участившихся случаях увольнений учителей, достигших пенсионного возраста. О мифах и реальностях поведал заведующий правозащитным отделом аппарата Магомед Исраилов. Во избежание этого глава Чеченской Республики на таком же повторном выездном совещании есть еще одно протокольное поручение, о котором вы можете не знать. Данное протокольное выездное совещание состоялось 15 мая 2015 года и протокол за номером 01-22. Пункт 7 данного протокольного совещания гласит, я его сейчас зачитаю дословно, буквально. Министерству образования и науки Чеченской Республики, а именно Байханову, а также главам администрации муниципальных районов и мэрий городских округов Чеченской Республики взять под личный контроль проведение увольнения педработников в целях исключения злоупотребления и недопущения увольнения опытных, высококвалифицированных педагогов, достигших пенсионного возраста и составляющих золотой фонд профессиональных педагогических кадров Чеченской Республики. Срок реализации данного поручения постоянно. Юрист призвал педагогов не идти на поводу тех, кто распространяет далекую от истины информацию, и не писать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом он озвучил ряд законов, в которых подробно прописаны права учителей, методы и формы их защиты. И если каждый учитель будет следовать букве закона, его никто не сможет ввести в заблуждение, которое в противном случае может закончиться для него потерей работы.
Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте rissaved.ru. До новых встреч. Али Келш.